Мы продолжаем препарировать итоги брюссельского 16-17 декабря саммита глав стран-членов Евросоюза. И сейчас приступаем к критике итогов этого совещания. Стало быть, главы государств и правительств стран Евросоюза достигли договоренности по разработке постоянного антикризисного механизма. Он придет на смену временному механизму финансовой стабильности в еврозоне, созданного в середине 2010 года. Для этого 27 государствам, членам Евросоюза, пришлось внести в базовый Лиссабонский договор небольшое изменение, которое позволит запустить новый механизм через 2,5 года. Детали работы нового инструмента будут разработаны в следующем году. Пока же евролидеры договорились о создании нового постоянно действующего стаб-фонда для поддержки евро, который начнет свою работу с июня 2013 года. Перспектива предстоит определить размер данного фонда. По итогам работы первого дня саммита стало известно, что 27 государств, членов Евросоюза, подтвердили свое намерение придерживаться экономического курса, который был взят в начале текущего года, и пообещали сделать все для них от них зависящее для преодоления долгового кризиса. Европейские лидеры подтвердили также свою готовность делать все необходимое, чтобы гарантировать финансовую стабильность в зоне евро и Евросоюза. Но самое главное, о чем договорились участники саммита, это то, что в ближайшее время будет разработан механизм финансовой стабильности Евросоюза, который будет в Европе работать на постоянной основе. Работы по этому вопросу были начаты и в общих чертах согласованы на заседании Еврогруппы в конце ноября. Новый постоянный европейский механизм стабильности должен начать действовать с 1 июня 2013 года. В ближайшее время предстоит разработать детали его работы, однако уже сейчас можно сказать одно. Для его поддержания и для обеспечения финансовой стабильности в регионе будет создан постоянный стабилизационный фонд Евросоюза. Его размер пока не определили, но разработка структуры начнется лишь в следующем году. Однако, прежде все страны зоны евро должны будут принять ограниченную поправку Лиссабонский договор. В ходе пресс-конференции, которая состоялась в четверг по итогам саммита, председатель Евросовета Херман Ван Ромпей, который, кстати, стал настоящей телезвездой этого события, перечислил три важных дела, которые удалось сделать европейским лидерам в ходе встречи в четверг. Ими были, в частности, внесены изменения к Лиссабонскому договору, которые позволят запустить механизм финансовой стабильности, согласованная специфика данного механизма и достигнуты договоренности продолжать экономическую стратегию, которую Евросоюз придерживается с начала текущего года. По словам Ромпея, европейские лидеры согласились на упрощенный вариант пересмотра Лиссабонского договора и внесли лишь небольшое изменение, которое коснется лишь стран зоны евро и не затрагивает компетенцию Евросоюза. В статье 136 договора были добавлены всего лишь пара предложений, позволяющих странам еврозоны оказывать помощь друг другу. Отметим, что принятие данных поправок необходимо, поскольку в соответствии с оставшимся в силе Маастрихтским договором страны зоны евро не могут оказывать друг другу прямую финансовую помощь. Принятие поправки к Лиссабонскому договору, по словам главы Евросовета, пройдет по упрощенной процедуре. При этом каждой стране предстоит самостоятельно решать, как именно она будет ратифицировать это изменение в договоре. Проведение первого исследования состояния экономического роста в Евросоюзе, которое позволит разработать реформы, направленные на обеспечение устойчивого роста в регионе, намечено на начало года. Тогда же будут окончательно определены все вопросы о размере и механизмах работы нового постоянного стабилизационного фонда. Глава Евросоюза пообещал, что сразу после заключения Европейского парламента, Еврокомиссии и Европейского центрального банка, но не позднее марта следующего года, Евросовет преобразует решение лидеров Евросоюза по разработке механизма финансовой стабильности в Европе в окончательное. Затем изменение должно быть утверждено в каждом государстве члене Евросоюза. По словам Хермана Ван Ромпея, в силу того, что постоянный механизм стабильности мог вступить в силу с июня 2013 года, необходимо, чтобы поправка была согласована всеми странами Евросоюза не позднее 1 января 2013 года. В свою очередь, глава ее комиссии Жозе Мануэль Баррозо на пресс-конференции по итогам первого дня саммита в Брюсселе заявил, подведя итоги первого дня саммита: сегодня хороший день. Мы договорились по европейскому механизму стабильности. Однако,
Пока конкретные детали будущего механизма стабильности не сообщается. По словам Ромпея, говорить сейчас об этом рано. В то же время он отметил, что вопрос об увеличении временного стабфонда пока не стоит, так как он до сих пор использует незначительно, всего лишь на 4%. Напомним, что сейчас в зоне евро действует Европейский фонд финансовой стабильности, European Financial Stability Facility, который призван оказывать финпомощь государствам еврозоны, находящимся в трудном положении. Страны ЕС договорились о его создании в мае текущего года. Размер фонда известен – 750 миллиардов евро, из которых 60 миллиардов кредиты Еврокомиссии, 440 гарантии государств, членов Евросоюза и 250 миллиардов евро средства МВФ. Между тем, несмотря на то, что ситуация, сложившаяся в зоне евро, касается только 16 государств с ее анализом, по словам Хельмута ван Ромпея, согласны все 27 стран, участвующих в саммите. Итоговое решение о создании механизма финансовой стабильности в Евросоюзе было принято сообща, и данная политическая воля не должна быть подвергнута сомнению, сказал глава Евросовета. Мы приняли коллективное решение, и наше решение одобрено всеми государствами и всеми институтами Евросоюза, заявил он. В то же время глава Еврокомиссии добавил, что важным выводом из решения евролидеров на саммите стало то, что Евросоюз подтвердил готовность делать все, что необходимо, чтобы гарантировать финансовую стабильность в зоне евро и в самом Евросоюзе. На национальном уровне это значит укрепление бюджетной дисциплины и структурной реформы, подчеркнул Баррозу. Между тем, наиболее четкий индикатор на настроение в еврозоне, кросс-курс евро-доллар по итогам пятницы упал с уровня 1.3238 к отметке 1.3181 доллара за евро, отметившись на американской сессии в ночь на 18 декабря у цифры 1.3131, подтвердив вышеизложенные наши сомнения о оставшемся осадке по итогам Брюссельского саммита.